بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Хвала Аллаху, который не ниспослал своему рабу Писание и не допустил в нем неправды. На Ближнем Востоке, в Иорданском Хашимитском королевстве, находится одно из мест, упомянутых в Священном Коране в 18 главе с названием Сурат Аль-Каф «Пещера». Это место, находящееся в районе Аль-Ракеим, на юго-востоке от Аммаана, столицы Иордании, известно под арабским названием Ахль-Аль-Каф. В переводе это «Пещера семи отроков» или «Пещера спящих». Об этой значимой истории знают и последователи христианской религии. Кроме пещеры Аль-Ракеим в Иордании есть 33 страны, каждая из которых пытается доказывать, что подлинная пещера находится на ее территории. Однако их аргументы легко опровергнуть, когда мы начинаем следить за текстом в Коране. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Или же ты решил, что люди пещеры и Ракима были самым удивительным среди наших знамений? Здесь явно видно, что люди пещеры связаны с местом Аль-Ракеим, которое на картах Иордании по сей день также называется. И это название давно известно именно здесь еще с давних времен. Упоминание о таком было еще со времен первого халифата в Медине после пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Описание расположения пещеры продолжается в тексте по отношению к движению солнца. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Ты увидел бы, что солнце на восходе уклонялось от их пещеры вправо, а на закате отворачивалось от них влево. Они же находились в середине пещеры. Это были некоторые из знамений Аллаха. Тот, кого Аллах ведет прямым путем, следует прямым путем. Тому же, кого Он вводит в заблуждение, ты не найдешь ни покровителя, ни наставника. Пещера. 17. Здесь четко определяется, как пещера расположена и как солнце утром отклоняется от входа пещеры и не бьется туда, а на закате оно освещает левую сторону входа, когда мы смотрим изнутри пещеры. Такое не встречается нигде в пещерах, предполагаемых в других государствах, где говорят, что пещера у них. Эти два момента с Корана являются твердым доказательством подлинности пещеры в Иордании. Так, что же было с этими людьми, которые оказались в этой пещере, и как складывалась их судьба? Священный Коран дает описание людей пещеры и отражает ценности, которых придерживались герои этой истории, и показывает их истинную веру в истинного Бога, Создателя всего. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Мы расскажем тебе их историю правдиво. Это были юноши, которые уверовали в своего Господа, и мы увеличили их приверженность прямому пути. Пещера, 13. В сообщении о людях пещеры говорится, что они сбежали со своей верой от царя, который со своим народом поклонялся идолам. Эти молодые люди спрятались в пещере за пределами города. Рассказывается также, что они были из приближенных правителю.
Повествования сходятся во мнении, что юноши следовали религии Иисуса, сына Марии. Правителю было доложено о том, что эти люди отвернулись от идолопоклонства и стали последователями новой религии, на которую сам царь наложил запрет, жестоко наказывал и казнил тех, кто принимали ее. Сам факт, что христианство было запретным в Римской империи, зафиксирован во всех исторических источниках. В Иордании найдено много поселений ранней эпохи христианства. Это было, когда последователи новой религии находили безопасное убежище на территории к востоку от реки Иордана. Позже все названные места попали под влияние Рима, и так продолжалось до середины IV века нашей эры, когда Рим не превратился в Византию и вся территория, соответственно, стала субъектом нового христианского мира. Вернемся к тексту священного Корана об этом чуде и как это происходило. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. Вот юноши укрылись в пещере и сказали: «Господь наш, даруй нам от себя милость и устрой наше дело наилучшим образом». Мы запечатали их уши, погрузили их в глубокий сон в пещере на много лет. Пещера 10:11. Дальше в тексте говорится, что они прогрузились в глубокий сон на 309 лет. И в этом есть великая мудрость Аллаха, которая проявляется в других аятах той же главы. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. В пещере они провели 300 лет и еще 9. Когда времена изменились, и новая религия, с которой пророк Иса алейхиссалям появился, царила на территориях, где раньше было идолопоклонство, спящие в пещере с волей Всевышнего Аллаха просыпаются. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Так мы пробудили их для того, чтобы они расспросили друг друга. Один из них сказал: «Сколько вы пробыли здесь?» Они сказали: «Мы пробыли день или часть дня». Они сказали: «Вашему Господу лучше известно о том, сколько вы пробыли. Пошлите одного из вас в город с вашими серебряными монетами. Пусть он посмотрит, какая еда получше, и принесет вам ее поесть. Но пусть он будет осторожен, чтобы никто не догадался о вас». Пещера 19. Проснулись они, не зная о том, что времена изменились и что прошло столько времени. Они были очень голодными и так решили, что им нужно достать еду, которую можно было достать только из города. Скорее, из того же города, откуда они сбежали, спасая свои души. Однако у них были серьезные опасения. Если они узнают о вас, то побьют вас камнями или обратят вас в свою религию, и тогда вы никогда не преуспеете. Пещера 20. Таким образом, они посылают кого-то из них, наверное, их было 2 в город. Этот город должен быть Филадельфия, ныне Амман, столица Иордании. Филадельфия был огромным и важным метрополисом в регионе. Он был основан еще аммонитами, которые владели землями на севере нынешней Иордании в 1 тысячелетии до нашей эры. Название его тогда было Аммон.
и название Амман происходит от той эпохи. Метрополис стал называться Филадельфией после появления греков в регионе. Это было в результате нашествий Александра Македонского в IV веке. До нашей эры Филадельфию основали греки-Птолемеи, правившие когда-то на территории Египта. Столица у них была Александрия, которую они основали. И так приходят наши собратья по вере на рынок Филадельфии. У них были деньги еще тогда, когда они сбежали. Когда они выбрали, что надо, и стали платить названную продавцом сумму, тут случилось неожиданное. Продавец удивился теми монетами, которые эти молодые люди вручили ему. Этих денег не было в обращении, и понятно было, что это старые деньги старых времен. Суета и недопонимание продавца привлекло внимание публики вокруг, и наши герои попали в трудную ситуацию, подумав, что их разоблачила несчастная судьба. Однако дело было иным. Люди были уже другого времени, и много чего изменилось за 309 лет, о которых эти пришедшие не знали. В народе тогда ходили легенды об этих молодых верующих и об их героической истории с тираном и обществом, которое когда-то существовало и которых ныне нет. Те оплаченные монеты были доказательством, что эти покупатели есть именно те, о которых шла та знаменитая легенда о верных Богу людях, сбежавших за пределами города, спасаясь от наказания того неверного римского правителя. В той ситуации молодые сбежали от толпы обратно, а горожане все-таки последовали за ними. Сбежавшие хотели быстрее добраться до пещеры, чтобы предупредить своих братьев о случившемся. Однако люди из города их догнали до пещеры. Когда они собрались возле пещеры, где прячутся молодые люди, Аллах забирает их чистые души, и они уходят в вечность. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Так мы дали знать о них людям, для того, чтобы они узнали, что обещание Аллаха есть истина, и что в часе невозможно усомниться. Но вот они стали спорить о них и сказали: «Воздвигните над ними строение, их Господу лучше знать о них». А те, которые отстояли свое мнение, сказали: «Мы непременно воздвигнем над ними мечеть». Пещера, 21. Когда свидетели этого чуда осознали его значимость, они начали обсуждать, как поступить и каким образом увековечить память о ней. Некоторые предложили закрыть пещеру, чтобы сохранить ее обитателей, а мудрые среди них предложили построить над пещерой мечеть. В священном Коране это слово может также означать храм, чтобы почтить память этих удивительных душ, ставших символом истинной веры во Всевышнего Аллаха. Они бережно уложили тела праведников в могилы, высеченные в самой пещере по обе стороны от входа. 3 могилы с одной стороны и 4 напротив. Маленького пса оставили в той же пещере. За все периоды исламской эпохи правители ухаживали за пещерой, и следы таких работ видны в самой пещере, как штукатура на стенах со времен великого полководца ислама Салахуддина Аль-Аюби. А снаружи нельзя не заметить 2 мечети, одна над самой пещерой, а другая возле входа в нее. Ниспослание суры «Пещера» было как поддержка и укрепление позиции пророка, мир ему и благословение Аллаха, и закреплением его миссии. В источниках о жизни пророка неверные из племени Курайш отправили 2 своих людей – Угбу ибн Абу Муайта и Ан-Надра ибн Аль-Хариса, к иудейским ученым, чтобы они спросили их о пророке Мухаммаде, мир ему и благословение Аллаха, и выяснили, насколько он правдив в своей миссии. Вернувшись к своим людям, эти 2 принесли с собой послание от ученых, в котором говорилось, что они должны задать пророку 3 вопроса,
чтобы узнать, насколько он правдив и образован. Вопросы были следующие. Кто такие люди пещеры? Кто странствующий по миру и что такое душа? Если пророк ответит на эти вопросы, то он действительно посланник Аллаха и печать пророков. Когда пророк узнал об этом, он спросил Джибраила, мир ему, об ответах на эти вопросы. Джибраил ушел на 5 дней, после чего Аллах ниспослал пророку откровение в виде полной суры «Пещера», содержащей исчерпывающие ответы на все вопросы. Сура включала в себя историю о людях пещеры. Джибраил объяснил, что странствующий – это Зуль-Карнайн, а относительно души был ниспослан священный аят в суре Исра. Они станут спрашивать тебя о духе. Скажи: «Дух от повеления моего Господа, а вам дано знать об этом очень мало». Исра 85. В наше время пещера спящих находится под покровительством Иорданского хашемитского комитета по исламским святыням. Здесь уже возведена современная мечеть, а также сооружение для управления местом и конференц-залы. Это священное место ежедневно посещают как местные жители, так и туристы из разных стран. Оно признано Организацией исламского сотрудничества как подлинное место Ракийма, упомянутое в Коране. Кроме того, для удобства паломников и посетителей на территории пещеры созданы необходимые условия, оборудованы зоны отдыха, информационные центры и места для проведения молитв. Кроме того, вход туда бесплатный для всех. Историческая и духовная значимость этого места привлекает верующих, стремящихся прикоснуться к живой истории и событий, происходящие в истории человечества. Пещера спящих служит важным напоминанием о чудесах веры и стойкости духа, вдохновляя новые поколения на искреннее поклонение и изучение наследий ислама. Если у вас есть вопросы о посещении этого места, пожалуйста, ознакомьтесь с описанием видео. Мы надеемся, что этот материал был полезным и познавательным. Пожалуйста, поделитесь им и расскажите другим о теме. Спасибо за просмотр.